последние годы в сельском хозяйстве стали применять большое количество пестицидов и ядохимикатов, что является большой проблемой для пчеловодства. И сегодня я вам расскажу, как можно принять какие меры, чтобы пчел спасти от отравления. За 3 дня до обработки полей ядохимикатами и пестицидами организация должна предупредить пчеловодов о предстоящей обработке. За эти 3 дня пчеловод должен подготовить пчелиные семьи к изоляции. Сегодня я вам на примере макета объясню, как пчел правильно изолировать. В данном случае пчелиная семья находится на 10 рамках. Мы сюда можем поместить поилку. На период изоляции пчел очень нуждаются в воде, где-то в среднем около литра требуется в сутки. В качестве поилки можно использовать обыкновенную кормушку. Летом очень жарко и пчелам не хватает воздуха, вентиляции, поэтому мы будем использовать второй корпус или магазинную надставку в качестве дополнительного объема улья. Но для этого нужно вначале второй корпус или магазинную надставку подготовить. Также нам понадобятся рейки и сетка. Сетку можно использовать металлическую или вот такую сетку, которая диаметр ячейки должна быть 2,5 на 2,5 мм. Если у вас нет сетки, то можно использовать обыкновенную плотную ткань. Вот так в готовом виде выглядит готовая магазинная надставка. Ее затем аккуратно ставим на пчелиную семью, проверяем, чтобы не было нигде выхода для пчел, чтобы все было закрыто. Для лучшей вентиляции в жаркую погоду добавляем 2 рейки и закрываем крышкой. Смотрим так, чтобы солнечный прямой свет не попадал на пчел. Если пчелиная семья занимает полностью весь улей и нет возможности поставить поилку, то сверху можно просто опрыскать водой из пульверизатора или немножко нанести воду. И смотреть обязательно за поведением пчел, как они себя ведут. Если у пчел все хорошо и спокойно, они себя ведут тихо и не нервничают. Если же пчелы не хватает воздуха или влаги, они начинают сильно шуметь и возмущаться. Нужно им помочь, оказать помощь. Такие несложные методы помогут уберечь пчел от отравления, и в таком варианте можно их держать до 5 суток. Таким образом, у нас готова пчелиная семья к изоляции, и вечером, когда все рабочие пчелы вернутся с работы, с поля, мы должны обязательно закрыть литок, чтобы ни одна пчела не пострадала. Когда опасность миновала, мы должны протереть влажной тряпочкой прилетную доску и потом выпустить пчел. Пускаем у 1-2 семьи, отпускаем пчел на волю. Смотрим на их поведение, как они себя ведут. Если все отлично, никаких отравлений нет, отпускаем всю пасеку тоже на волю. Пусть вы и ваши пчелы будут здоровы.